Замечательные люди, туркмены. В столице Туркменистана ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла были сердечно поздравлены на мероприятии, которое состоялось во дворце Мекан. Мероприятие включало в себя не только ветеранов, но и военнослужащих, представителей различных министерств и ведомств, а также общественных деятелей. Звучали музыкальные произведения, напоминая всем присутствующим о тех трудных временах и о подвиге тех, кто отстоял мир и свободу. В годы Великой Отечественной войны страны Центральной Азии стали убежищем для тех, кто был эвакуирован из блокадных городов. В Туркменистане развернулись госпитали. Формирования, такие как 33-я отдельная минометная бригада и стрелковые дивизии, стали символом героизма и силы туркменских бойцов. Более 300 тысяч человек из Туркменистана приняли участие в боевых действиях. Многие из них были удостоены высших наград за свое мужество, включая звание Героя Советского Союза и Орден Славы. Но война требовала жертв не только на фронте. В тылу женщины, дети и старики трудились, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. За годы войны на строительство танковой колонны и боевых самолетов жители страны сдали более 7 тонн золотых и серебряных украшений. В Туркменистане ветераны и лица, приравненные к ним, имеют доступ к социальным льготам, таким как бесплатные коммунальные услуги и приоритетное медицинское обслуживание. Я родилась в блокаде, дитя блокады, дитя войны. Ну, я хочу сказать, что это праздник не только победы, это праздник и память о тех людях, которые ушли из жизни. Вы знаете, что война была длительная, но самое страшное испытание в этой войне было в городах, где были окружены немцами. И самое страшное испытание это было голодом. Вот я с собой не взяла кусочки хлеба, которые давали в день людям. Но все равно люди героически переносили голод, холод, бомбежки. Вот в это страшное время родилась и я. Детей спасали вот от того, что доноры давали свою кровь. Вот таким образом. То есть я хочу сказать, что в блокаду не только умирали, но и рождались. Вот я среди них родилась. Я, во-первых, очень тронута вниманием, поддержкой, заботой. Вот, нас одарили просто таким количеством подарков. Спасибо большое, огромное спасибо нашему президенту. И то, что нас вспомнит и в Туркменистане, и в России.